Наверное, надо сначала вот как бы с себя начать. Что у тебя в ленте, как правило? Что у тебя тогда в ленте? А ты окей, за кем плывешь? Ну, лично у меня кто у тебя в интересы, ленте? у меня лично интересы что-то другие. Всем привет! Салем. С вами подкаст «Женщина беспокойного ума» и его ведущие Айгуль Черендинова. А меня зовут Айнур Мазибаева. Сегодня у нас очень интересная тема, хотя мы всегда так говорим, да? Я тоже так подумала, что кто-то должен был сказать эту фразу. Она интересная, потому что соцсети и ТикТок, Инстаграм и так далее, вернее сказать, коллективный некий образ женщины в В социальных сетях. социальных сетях. Я, кстати, недавно ехала в автобусе, и, как бы стоишь же с людьми в притирочку буквально, и один молодой парнишка, совсем молодой, я не знаю, наверное, школьник, может, старшеклассник. Они все в телефонах, в то время как я пытаюсь разглядывать, что вокруг происходит, да, и я через плечо вижу, что он смотрит видео с Мадиной Иралиевой. Старенький какой-то вот клип, выложенный в соцсети, и там написано «Краш». Типа, что-то было такое, «Тохсан жылда краш», что ли, что-то такое было. Классно. И он прям это до конца смотрел, не пролистывал, он это смотрел, я думаю, ну надо же, кто бы мог подумать, что... Заново зайдет, как бы, да? Да, вот какой-то Классика. тренд пошел на то, чтобы вспоминать див. Можно говорить прошлого века уже? Ну да, Нет, потому она что... же с нами. Но она с нами перешла в 21 век. 90-х, так будем Да, говорить. Для них да, это уже казахстанская очень как бы певица. давно было. Дела давно минувших дней, да? Ну а популярность там Дос Мухасан. Я когда тоже выбираю для рилсов или для шортсов музыку, обязательно смотрю первым делом казахстанских исполнителей. И там помимо там рэперов, которые прям стреляют только так и рвут все площадки, не знаю, все как это, Spotify и все аудио пространства. Там часто бывает Роза Багланова. Там часто бывает Роза Рымбаева, там часто бывает Бибигуль Тулегенова, Дос Мухасан я уже упомянула. Ну и, кстати, вот недавно всплыл какой-то очень хороший кусочек интервью с солистом Уркер. Он рассказывал очень интересно, ты тоже, да, видела, да, этот? Он рассказывал, что к нему были какие-то претензии, что там, что-то типа, кто вы такие, а он объяснял, что вообще-то эта группа рвала 90-е. Они вот как бы возрождали интерес аудитории к музыке на казахском языке. Итак, сегодняшняя тема – новая героиня социальных сетей. Как казахстанки представлены в социальных сетях. Попробуем создать некий коллективный портрет. Наверное, здесь сразу надо спросить, а чем-то, собственно, мы, казахстанки, отличаемся от того, что вообще глобально в тренде? Мы можем в процессе разговора выйти на такие маленькие волны в социальных сетях, где лидируют, кстати, вот жительницы либо Центральной Азии, либо Казахстана, либо тюркоязычные женщины. Ну вот та же самая хит это Хумай, он же вообще же очень популярный, он сразу возродил такой интерес к этой теме. Теме, я имею в виду, тюркской культуры и самовыражения тюркской женщины. Наверное, надо сначала вот как бы с себя начать. Что у тебя в ленте, как правило? Азиатские женщины, которые молча что-то показывают, делают, обустраивают, выращивают сады, то есть это либо вьетнамки, либо кореянки, либо японочки. Они делают все это молча, и это очень красиво снято, эстетично. Но я думаю, что поскольку это, как правило, миллионщицы, они, наверное, работают на международную аудиторию, поэтому они либо, может быть, с акцентом говорят по-английски, либо вообще хотят не напрягаться, они просто титрами это что-то делают. И у них просто, не знаю, медитативное видео для меня. Это вот must have, когда мне нужно там перезагрузиться, как-то отвлечься, я смотрю вот за женщинами. И думаю, интересно, а казахстанские женщины или центральноазиатские женщины, наверное, что-то подобное делают, но мне, по крайней мере, не попадалось. Я видела пару аккаунтов с многотысячными аудиториями, которые показывают уборку по дому. Это вот организация пространства, да. все такое. Да, есть у этого свои зрители.
Но есть еще очень классный канал, я забыла, как он называется, может попробуйте найти его в ТикТоке. Там пожилые женщины занимаются, вот у них круг, как это, ну, фитнес-физкультурное такое направление. Я могу вам добавить такую интересную деталь, что на мой ТикТок, где я выкладываю как раз видео с наших проектов или с нашего подкаста, аудитория 50+. Очень активная, и половина из них, наверное, наверняка женщины. Я просто рада за них, что у них есть время на то, чтобы листать ленту ТикТок, смотреть видео. Мне кажется, в принципе, активная аудитория — это вот чуть-чуть в возрасте разгруженная, потому что я, например, в своей повседневной жизни, ну, у меня ТикТока даже нет, потому что я представлю, что еще на это нужно тратить время, нет. Когда я хочу, как ты говоришь, разгрузиться и что-то посмотреть, я листаю Threads. Мне нравится читать, но не нравится смотреть. А у меня вот проблемы с чтением с экрана, поэтому я смотрю, а не читаю. Threads вообще говорят, что это казахская сеть, потому что там очень много казахстанцев. Есть такой прикол, что казахи и Threads — это что-то взаимосвязанное. Что у тебя тогда в ленте? У меня в ленте, ну, понятное дело, мамочки. Это очень большой сегмент казахской аудитории, так будем говорить. Я очень люблю видео с DIY, Это Do it yourself, все, что делают своими руками, в том числе ремонт. Апсайклинг — это наше Да, все. мне очень нравится, насколько вот женщины в этом смысле сломали вообще все алгоритмы и начали делать все то, что казалось когда-то мужским делом. Вполне можно увидеть женщин, которые со стамеской, и с вообще электропилой, и с лобзиком. Сваркой. И вот эти вот все сифоны разбирают, это вообще просто. То есть это такой классный, на мой взгляд, тренд, который показывает и транслирует мысль о том, что ты можешь все сама. Ты можешь сама, и уже нет каких-то там гендерных предпочтений, что там это не женское. И там и все такое. Нет, ты можешь. Вот, они делают, и ты точно так же сможешь. Кстати, я хочу переадресовать вас в плейлист на канале. Там есть выпуск как раз о чисто женских, чисто мужских профессиях. Посмотрите, пожалуйста, там есть и исторический контекст тоже. А на твой взгляд, женщины, которые пришли в соцсеть, они как-то чем-то тебя удивили? Я такая, как самая большая зануда в этом подкасте. Можно я скажу о том, что меня раздражает, и что я стараюсь блокировать и вообще не смотреть? Во-первых, мне не нравится в казахском сегменте, так будем говорить, это все вот хохотушки про отношения, там, келин-ене, вот этот образ казахской женщины, которую они пестуют обязательно в этом цветастом одеянии каком-нибудь, и это понятно, что это определенная сатира, юмор. Но мне кажется, уже приелось все это, вот уже не смешно, вот вообще не смешно, когда женщина вот изображает именно такой. У нас уже, мне кажется, и не осталось таких образов, а они все равно вытаскивают их и крутят, вертят. Потом какие-то, опять же, стереотипные представления межличностных отношений мужчина-женщина тоже. Вообще не люблю это. Вот это вот отношение Енес и Келен, у меня иногда так складывалось ощущение, что там, условно говоря, сценаристы — это мужчины. Как будто это, знаешь, вот на заре там 80-х, 90-х годов, я помню, 70-х, там же вот это же была программа юмористическая «Тамаша». Там вот мужчины переодевались, и это все изображали, и это все было утрировано, все понятно, как бы весело, со знанием местной специфики. Казалось бы, это наша фишка национальная, да, или она очень сильно отстала как будто, да, от реалий, поэтому ты раздражаешься. Но значительная часть аудитории такой контент потребляет, им это нравится, судя по лайкам и так далее. Поэтому... Папа пенсионер, почему-то ему вот это все заваливают, он нам пересылает, и мы такие, что происходит, а папа говорит, я даже не смотрю это. Так что, может быть, половина успеха просмотров — это такие слепые просмотры. Думаешь? Надеюсь, по крайней мере. Не знаю, всех хватаются там с этих роликов. То есть я хочу сказать, что да, юмор приветствуется, да, слава богу, он есть и кому-то помогает там разрядить обстановку там в своей голове. Но у всего должны быть какие-то свои границы, что ли.
Ну, здесь... Не буду занудствовать, ладно. Нет, я просто думаю, что здесь как будто бы моя лента немножко почистилась. Такого я не встречала давно. Ну, вот вчера моя знакомая, она стилист, начинающий стилист, прошла обучение и активно сейчас практикует, выложила ролик, где показывает два образа. Одно платье такое свободное, голубой цветочек такой, ну, свободное платьишко. И второе более облегающее, более яркое. И написала, это платье удобной жены, а это что-то там свободной женщины. И ну вот что, почему, я не знаю, но вот этот термин и это платье «удобная жена», оно меня прям триггернуло. Я написала, это новый мизогинический термин. Она сказала, ну, не так громко, наверное. Да, я, конечно, не в том плане, что я хотела ее похейтить, но почему-то вот Цепанула, да? Цепанула, да, что если ты выглядишь вот так, то к тебе можно прилепить вот эта удобная жена. И ходи в этом. Ты, кстати, может быть, человеку в принципе в такой одежде просто комфортно. И, может быть, он просто неудачный маркетинговый сленг, да, применил? Да, может быть. То есть иногда вот в таких вот разборах хочется сказать, ну, мы же женщины, давайте друг друга не будем хейтить. Давайте уже научимся носить то, что нам нравится, а не так, чтобы там ради чего-то выглядеть. Чтобы кто-то оценивал. Может быть такой нарратив. Имеем право? Ну, нет, он есть, но просто у нас, я так думаю, что вот стремление сравнить что-то с чем-то, кого-то с кем-то, это вот, ну, неизбежно. А ты часто порываешься писать комментарии? Нет. Редко, я только своим знакомым пишу, потому что не знаю почему. Наверное, я комплексую, что мое мнение не будет, ну, как бы достаточно компетентным или еще что. Вот, например, стилисту. Какого черта ты пишешь? Ты же не стилист. Ну, а вот, например, вот, кстати, я упомяну, какая у тебя реакция, когда тебе попадается в Reels авторки такого условно-исторического контента, то, в чем мы с тобой специализируемся? Кстати, это хороший такой сегмент, и мне очень нравится, например, то, что делает Степ-арт. Потом есть девушка, которая рассказывает историю по полушутливых таких роликах. Очень яркая подача. То, что делает археолог, реставратор, да. Про остров Крыл. Да. Элина. К сожалению, да, я только Элина помню, да, она очень интересно рассказывает про двери в гробнице там в Туркестане. У них и лекции классные. В принципе, мне очень нравится все, что делают наши творческие люди, искусствоведы, например, у Батуриной там, и еще кто-то, я забыла, из Костеевки тоже ведут свои аккаунты. Вот такого контента я прям с удовольствием всегда смотрю. Но это, опять же, мой профиль, мой интерес. И когда оно мне заходит, неудивительно, да? А кому-то заходит мамасита. Ну, я вот, например, я испытываю, честно скажу, очень сложные чувства, вот это вот, иногда зависть, если это популярный какой-то блог, думаю, какого черта, у нас вон столько материала, welcome, как говорится, да. Иногда я горжусь, что думаю, блин, какую классную вещь нашли, вот Woman of KZ, периодически там у них что-то интересное есть. Вот. А иногда я думаю, такие элементарные вещи рассказывают, как будто никто никогда не учился в школе. Просто мы же это обсуждали, и я так для себя решила, что мы со своим контентом вышли несколько лет назад, и тогда этого тренда не было. И не было активных соцсетей. Да, и мы чуть-чуть опередили. Если мы сейчас начали это выкладывать, наверное, оно было бы более актуально. Но сейчас уже конкуренция очень высокая, то есть этим уже почти никого не удивить. Я только рада, если будет такой больше информации. Пусть будет. А как ты, кстати, относишься к комикессам, которые представлены у нас в соцсетях? Я обожаю, мне нравится несколько человек. Например, мне очень нравится Айна Мусина. Циничная, депрессивная такая женщина, в общем, мой человек, короче. Мое альтер-эго. Еще, конечно, я подписана на вот Зарину Байболову, и вот как она иногда мне нравится, как она стебется, прямо тоже думаю, побольше бы вот таких раскрепощенных девчонок, женщин, не знаю, людей, которые, в общем, и с иронией к себе относятся, ну и, в общем, как-то
ничто человеческое не чуждо. Кстати, это чуждо. ты первый обратил внимание, что вот на этот новый нарождающийся тип ну, женщин в интернете, в соцсетях. Ну, а большей частью, вот я просто сижу и проецирую ситуацию на себя, потому что ты сказала же, как я комментирую, не комментирую, и этот вопрос что-то вот прям Я лично комментирую. какие-то видео. ростки дал в моей голове. Это, наверное, в ту же копилку с вопросами, где там лежат такие, как почему я, например, не блогерствую, да, там, или редко представлена в Инстаграме с каким-то своим мнением, хотя оно у меня, как правило, Мгм. есть. Ну вот, и это один из тех вопросов, на которые я сама себе пока не могу ответить. Мне просто любопытно, вот те зрительницы по ту сторону экрана, ну вот мы сейчас назвали имена, это блогерши, понятно, которые, для которых это уже стало профессией, Мгм. и которые научились себя презентовать, нашли свой стиль, даже Айна, да, очень органично в своей ипостаси, так будем Мгм. говорить. Бэйболовы тоже, они, каждый нашел свою нишу, и все девчонки, которые блогерши, и кто-то красоту представляет, да, секцию, Ну там, да. типа Карина Карина Аксюкпаева, да, Карина, у нее там свои марафоны по похудению, там что-то, да, потом есть вот эта девушка, которая активно продает марафоны по преображению, там учит всех красоту наводить, все такое. Мгм. То есть они себя нашли, и они уже в каких-то ролях, даже можно сказать, завязли, да, а вот те, кто по другую сторону и очень редко там постят свои семейные дела, там, детей, как правило, да, Мгм. какие они, вот интересно мне. Ну, есть, я сейчас почему-то, знаешь, вспомнила, что вот бессловесных людей, как это в интернете, вот, наверное, может быть, они вот таким путем идут. Что-то тихо, спокойно снимают, без, может быть, не ставя каких-то хэштегов, еще что-то. Наверное, поэтому как-то их не сильно А много можно видно. ли о нас что-либо сказать по тому, как выглядит наша лента? На кого мы подписаны? Отражает ли это нас? Но есть определенная профдеформация. Так или иначе обязательно представлены люди, которые являются экспертами в истории, в археологии, этнографии. Это есть точно. Но вот ты мама, у тебя обязательно есть и мамский контент. У меня его меньше, но тоже есть, поскольку у меня есть там маленький племянник. Тоже интересно как-то смотреть на опыт других людей. Мы путешествуем с тобой. У нас есть вот этот отпечаток на на нашей ленте. И, кстати, в наших рассказах тоже есть. Если такой коллективный образ, то мы такие современные горожанки, ну уже там 40 плюс, скажем честно, двуязычные и даже, может быть, иногда потребляющий контент на английском языке. Что еще? Еще мы Ты много едим, много судя едим. по количеству сохраненных рецептов. Нет, я нет, но смотреть я люблю, как вот там кто-то готовит. У тебя подружка Ага. есть вообще, родственница. Я залипаю, как она утром. Я просто приготовила там вот это капкейки. Или вот это вот очень, очень простой банановый хлеб. Я думаю, боже мой, моя ты хорошая, приятного аппетита. Так что да, на нашем контенте это... Но иногда на некоторых женщинах это вообще никогда не поймешь. Вернемся к возрастным женщинам, аудитории. У меня есть моя фокус-группа. Это мои две взрослые пожилые родственницы, мама и тетушка. Значит, я бы никогда в жизни не подумала, что моя мама будет подписана и смотреть с интересом за своей ровесницей, которая из Казахстана переехала в Австралию и рассказывает, как там жизнь устроена, и сравнивает это все и с казахстанскими реалиями, и с советскими реалиями, и с заграничными реалиями. Это такой интересный микс. Иногда мы тоже садимся с сестрой и залипаем на мамин контент. Очень интересно. Ну, мне кажется, что поскольку мы с тобой ближе к пенсионному возрасту, мне кажется, что Спасибо. у нас скоро это тоже появится. Это реалии, это реалии. Мы не боимся перемен. Об этом поговорим в Да, следующем об этом выпуске. поговорим в следующих, да. Ну, у нас, кстати, есть и об эйджизме выпуск, вот. Так что вот такие неожиданные открытия есть у женщин, которые приходят в интернет, и женщины, которые потребляют интернет-контент. Вот что Я просто, когда задавала вопрос о женщинах по ту сторону экрана, тех, кто потребляет контент, да, мне вот вьется вот эта мысль, что все чаще соцсети становятся для нас инструментом для самовыражения.
Он изначально Да. был таковым, но иногда это просто как бы вообще какая-то отдушина, куда просто можно выплеснуть свое мнение. Ну, когда особенно ты до других достучаться, других способов достучаться нету. И А, здесь мы можем пронаблюдать еще один большой как бы тренд, или я не знаю, как это правильно ну, назвать, опция, которая когда, точно появилась да, у нас. когда наши соцсети, Инстаграм стал местом, площадкой для, Ну, я не знаю, жалоб, для жалоб, обращений обращений и прочее. Когда уже и ничто, видимо, сообщений. не работает, нужно там Выходить в эфир. указать все провластные аккаунты и шпарить. Таким образом, мы, слава богу, там узнаем о каких-то вопиющих случаях и пытаемся помочь. Мгм. Я А, сразу вспомнила, вот я забыла, как звали девушку юную, которая жена дипломата, которая, да, будучи... Карина Мамаш. Да-да-да, она выходила в эфир и рассказывала о случае бытового насилия. И это сразу, Да, у этого обращения сразу были последствия. Ну да. и про эти онлайн-трансляции всех судов, которые тоже происходят. Ну да, и аккаунты, которые ведут правозащитники и адвокаты, как Жанна Мгм. Уразбахова, это прям стало ресурсом, где ты можешь найти чуть ли не пошаговую информацию, как тебе поступать в той или иной ситуации. И получается, что женщины уже как будто из какого-то нишевого дневничка, интернет-дневничка, что-то делают большое, ну, как, не знаю, Да. условно говоря, общественную трибуну такую. Я вот думаю, а как это могло бы выглядеть, все-таки не забудем про наш профиль, А, про историю, да? Как с этим бы жили и разбирались женщины несколько столетий назад? ну, я точно могу назвать один из проектов, которым ты занимал, ну, мы тоже занимаемся, наша студия, это про Фатиму Габитову. И уникальность этой фигуры была в том, что она-то как раз все свои мысли, переживания и какие-то события рефлексировала, то есть обрабатывала в виде дневников. Ну и, в общем-то, достаточно большое количество исторической информации нам дошло как раз-таки благодаря этим дневникам. И не только Фатимы Габитовой, а все образованные женщины этого периода писали письма, эпистолярный жанр. Они писали мемуары, записки, и вот эти вот дневниковые записи, они отражали какую-то действительность. Кстати, вот я накануне записи полезла у себя там, в архив, пыталась найти еще какие-то письменные источники. Э, Ханша Айганым, бабушка Чуканова-Лиханова, она не вела, конечно, дневники, но в ее письмах оставались какие-то детали, по которым можно было бы воссоздать реалии ее жизни. Например, она хлопотала, чтобы устроили на учебу ее сына Чингиза, устроили ее пасынка. Она там жаловалась, что кто-то из ее, ну, вот тех, кого она опекала, там не явился на учебу, потом отвечала начальнику школы, потом губернатору, потом еще каким-то лицам. И там выяснялась такая удивительная картина, что пока бабушка, значит, их пыталась устроить, дать образование и все такое, там один на кочевку куда-то укатил, другой еще чем-то, какой-то очень необязательный молодняк у нее был вокруг нее. Очень интересная как бы такая, ну, такая атмосфера от этих писем. Помимо этого, я подумала, что есть все-таки одно очень старинное письмо, которое вообще, то ли, ну я думаю, что оно письменно было. Оно, строго говоря, конечно, не кочевница это писала, но это была женщина, она сложила стих, этот стих дошел до нас, а ему, так у нас сейчас 21 век, еще 2 века до нашей эры, этому стиху примерно 23 века, на минуточку. Его написала китайская принцесса, которую выдали замуж за правителя Усуней, и ее звали Лю Синьцзюнь. Она была младшей одной из каких-то жен, и, в общем, это принцесса. По-моему, про принцессу это так или иначе мы знаем, потому что у нас каргалинская диадема была найдена, и как-то вот кто-то связывает это, типа, что это одно из ее приданных. Часть ее предана. Да-да-да. И вот она писала о том, что... Вот представьте, что это был, например, Твиттер или ТикТок 2 века до нашей эры. Она пишет. «Выдали меня родственники в дальнюю страну, отвезли в чужое царство за усуньского царя.
Живет в круглой хижине, обтянутой войлоками, мясом питается, пьет молоко. Как вспомню об отчизне, сердце занывает. Желала бы диким гусем быть, чтобы возвратиться на родину. Значит, вот такой твиттер, как это, китайская путешественница. Да, этот твит очень часто использовали для, как сказать, расшифровки юрты и быта, в принципе. Да, она все описала Я очень помню, когда мы точно. делали фильм про казахскую юрту, мы использовали это. И какие мы можем детали узнать так опосредованно через это высказывание? Что, во-первых, принято выдавать в молодом возрасте, можно было за пожилого человека, приняты были междинастийные браки на очень дальние расстояния. Мгм. Это был политический брак, соответственно, в степи могли точно так же с кочевницами поступать. да. Можно слагать стихи, можно рассказывать о своих страданиях в поэтической форме. А мы знаем, там и всякие кюи были, и всякие состязания, где девушки тоже сами выражали себя очень прекрасно. Да. Просто это было не в форме дневниковых записей. Ну, вот Трец им в помощь, как говорится. Если бы древние, так сказать, кочевницы вели ТикТок, я думаю, что у них очень часто было бы видео из разряда там «Один мой день». Утром встала, кобылку Шанырак подоила, открывается, да. шанырак открыла, да, на стол накрыла. И весь день вся эта суета, которая, в И общем-то, так на таймлапсе, да, такой? да, которая, в общем-то, с веками практически не изменилась. Все тот же быт, все та же суета. С вами вновь подкаст «Женщины беспокойного ума». Мы немного изменились, потому что мы решили дописать важную часть сегодняшнего выпуска, которая посвящена новым героиням социальных сетей. Мы так условно говорили, что это некий дневник современной женщины, современной девушки. Да, поэтому мы сегодня пригласили в гости нашу юную коллегу, будущую коллегу, по крайней мере, Камила Булатова, которая планирует стать журналисткой. Сейчас поговорим о том, кто новая героиня вот с позиции десятиклассник, потому что ты десятиклассниц, потому что ты закончила 10 класс, верно? Да. Поздравляем. Спасибо. Пожалуйста, расскажи, за кем вы фолловите, какие образы вам нравятся, может Ролевые быть, тебе модели, лично может быть, или да. твоим подругам, ролевые модели. Есть вообще такое понятие, Ну, ролевые честно модели? говоря, о себе и о моих сверстницах у нас чуток интересы вообще отличаются, да. Но у Так. них ролевые модели обычно девушки, которые показывают, знаете, такую красивую жизнь с правильным образом жизни, где именно они показывают про путешествия, про покупки разных брендов одежды, Мгм. там, где говорится про косметику, ну, то есть такой у них интерес. То есть, в принципе, ничего не меняется, да? Нет. Они тоже фолловят вот этих всех инстаблогерш, которые там, я не За знаю, правильный образ 10 жизни, 000 шагов с утра, зеленый смузи на завтрак, Да. вот я пошла пошопиться туда, это там тролливали, да? Ну, что, все так делают? Ну, в основном, да. А, кстати, есть какое-то отличие? То есть, например, если у тебя в картинке, ну вот в ленте всплывет какая-то незнакомая девчонка, ты поймешь, она из Казахстана, Центральной Азии или она откуда-то вот, ну, не здешняя? Ну, если не обращать внимания там, на язык, который она... Внешне или по... Вот по всему. Вот если звук отключить, и вот она что-то будет делать, ты как-то поймешь? Ну, в принципе, наша, можно не наша? понять. По А как? визуалу. Да. Только по визуалу, И да? не только можно и по речи понять. Слушай, а больше фолловят зарубежных все-таки звезд или наших местных? Ну, мне кажется, больше зарубежных. Они более именитые. Обычно, когда вот бывают какие-то скандалы, обычно говорят про каких-то зарубежных личностей. А ты, окей, за кем фолловишь? Ну, Ну, лично у меня кто у тебя в интересы- ленте? У меня лично интересы что-то другие. Вот, ну, к примеру, я обычно смотрю там блогеров, которые говорят что-то про историю, там, про феминизм. Они мне больше интересны. Ну, например. Ну, могу сказать про Карину Манко. Вот такая девушка, ей вроде 22 года. Она вот говорит про феминизм, также про литературу. Это тоже мой такой интерес. Могу там, не знаю, сказать про Альёшу, наверное, знаете, да? Да, Конечно. тоже. Да, Такая прогрессивные, очень прогрессивные такие Да. женщины, девчонки, да? да. А вот ты упомянула про историю. А эта история какая? Вот недавняя, 20 века, не знаю, советский период или там, не знаю, археологических В каких-то, да. принципе, мне все периоды интересны. Кстати, как ты относишься к тому, что вот в последние годы популярные такие кочевницы, образ, Да. например, Тамирис, не знаю, ханши какие-то, там даже ханши Бопай. Вот в твоей картине мира появляются вот эти образы кочевниц? Ну да, но я, конечно, связую вот это чуток с другим. Так, потому что давай.
Ну, не знаю, можно это сейчас говорить или нет, банально ту же Тамирис, мне кажется, это что-то пропаганда, то, что со стороны той же, да, Регины Назарбаевой, то, что у нас могут быть президент женщины. Мне кажется, они вот именно в массу хотят эту идею внести через образ Тамирис. Ну, вообще-то это резонно, в смысле, разумно, в этом что-то есть, потому что у нас в подкасте мы часто говорим, что люди не знают, например, что были около 30 или даже свыше 30 женщин-правительниц в Да. мусульманских государствах. То есть Да. обычно как-то ограничиваются 2-3 и не знают, что их так много было в разные века. Мгм. То есть вот эта вот женщина у руля власти, она как будто эта идея, ну, не нова. Ну ты вообще сама как думаешь, это рабочая идея? Да, это, конечно, рабочая идея. Ну, понятно, как, так скажем, адепт феминизма или человек, который склонен это считывать, мы эту идею приемлем. А девчонки твои, Знакомые? ну, вообще подруги, как бы, ну, вот, допустим, ты бы пришла со своей там историей, там, я не знаю, про Ханшу Бупай и начала рассказывать. Вообще это было бы честно, интересно? им это не интересно. То есть в основном у меня в окружении девочки, которые... Не то, что у меня в окружении я таких собираю, просто, ну, честно, очень сложно найти мне лично девочек, которые будут интересоваться тем, что и я, которым будет интересна история женщин. Им обычно интересно что-нибудь другое. Окей, а феминизм им интересен? Смотря кому. У меня есть там пару, ну, там, не знаю, 2-3 девочки, которые интересуются тоже, да, но в основном все другие нет. Камил, ну подожди, но ведь в соцсетях периодически одна из горячих тем, что типа, Мгм. кто такая настоящая казашка? Да. То есть есть, да, в твоей ленте такие, ну, такой дискурс. Ну, да. И как в соцсетях девчонки для себя это формулируют? Современная казахстанка, она вот какая? Или они вот так просто пролистывают это? Там, допустим, это Ашим что-то рассказывает, там, и такие, нет, это не наш контент. Меня это не пролистали, касается, да. Или следующий ролик лучше про мейкап посмотрю. Ну, в основном сейчас у них есть такой образ, то есть они, конечно, я не говорю, что у нас все девушки, они именно стремятся к чему-то там, к косметике, к красоте. Нет, у нас девочки тоже вполне себе умные, у них уже есть стандарты, они тоже понимают, что образование имеет свою роль. То есть сейчас, мне кажется, такой образ, то, что нужно иметь образование, конечно, и за красотой следить. То есть у них есть свой взгляд на красоту, но также они вот именно такого рода ценности тоже продвигают. Ну, то есть я бы как-то сформулировала так, что все-таки, прости, договорю, да, что они понимают ценность образования, ты сказала, да. Они понимают там роль красоты, да, здоровый образ жизни, как-то более осознанно к этому относятся. Да. Но все равно за всем этим это для того, чтобы достичь какого-то успеха, правильно же? То есть про финансовую независимость, мне кажется, ваше поколение очень хорошо думает, что, по крайней мере, вот моей подруги дочь Нурсулу, она твоя ровесница, она уже сейчас себе ставит какие-то там финансовые задачи и пытается зарабатывать, несмотря на то, что она 10 класс только закончила. Я в 10 классе не зарабатывала, но у нас и не было этих возможностей. Но у нас более такое самостоятельное поколение. Да. Нет, я не соглашусь. И когда я заканчивала школу, я знала, что я буду летом искать подработку в стройотрядах, например. Ну, нет, ты просто я росла думаю, что в да. городе, так будем говорить, ну, я росла в ауле, у нас там Work and travel тебя не касался. Нет, мы работали много. Вот по нынешним меркам мы работали много и физически работали много, но это все просто был неоплачиваемый детский труд. Вот здесь соглашусь, да. Но у них уже есть возможность зарабатывать. Но я вот не получила ответ на свой вопрос. Вот как же быть вот с этим нарративом? Какая должна быть казахская девушка, казахская женщина? Он вообще как-то этот существует нарратив вообще? касается? Существует. А как он звучит? Ну, в принципе, мне кажется, пропагандируется идея, во-первых, красоты, ну, то есть есть, да, свои стандарты красоты. Также, мне кажется, пропагандируется среди молодежи идея того, что, ну, нужно иметь какие-то характеристики в себе. Какие? Так или иначе, ну, к примеру, да, вот как раз-таки нужно быть там более-менее умной, веселой, харизматичной. Это тоже пропагандируется, мне кажется, в какой-то степени. А вот это разговор о том, что девушка, ну, как она, гостья в доме, а потом она станет молодой киллин. Вот знаете, вот такие разговоры у моих сверстниц, да, вот мои подруги, они мне честно рассказывают, что им так дома говорят. То есть, казалось бы, время прошло, но до сих пор такие разговоры, они актуальны, то есть до сих пор они звучат. И мне кажется, довольно грустно, то есть, да, они звучат. И довольно даже сейчас я вот сталкиваюсь с диалогами женщин, у которых есть дочери примерно моей ровесницы, и они обсуждают такую вещь, что вот их дочери, они просто, ну, то есть временно у них дома живут, временно их проливали, да? Проливали, да? Улетят, короче,
чужой дом. Да, да. И то есть, если даже девушку готовят, например, к поступлению в вуз, Да. то как бы дальше следующий шаг это, ну, Да, ну построение все семьи, идет, да? короче, к этому. Рано или поздно А, все равно Да. замуж то есть вот выйдешь. она такая, ну, осознанная, современная, там, не знаю, Ну, просто всесторонне более, развитая, как сказать, подготовленная цельная версия Киллин. такая, да, для семейной жизни. Мгм. Продвинутая Интересно. модель Киллин. Так? Очень интересно. Ну да, как будто да. Ну вот, а сами девчонки к этому тоже нормально относятся, да, что, ну, как бы, Ну, так или можно себя иначе. прокачать со всех сторон, и здорово, ты и зарабатываешься, но так или иначе ты выйдешь замуж, да? Да. Это норма. Ну, как бы Обычно для них это норма. именно, мне кажется, такая полноценная жизнь, такой жизненный план, это то есть они получают образование, да, там, какую-то карьеру строят, выходят замуж, рожают детей. Вот, Как бы это ни звучало грустно. в общем, говорит, вот она, казахскость, тут тебе и показала. Ладно, в общем-то, имеет право быть, почему нет, кому-то, ну, как бы, это норм. В А вот плане, что как достижение определенной цели построить гармоничную, счастливую семью, Да. рожать хороших детей. да, в общем, реализоваться себя. В принципе, в этом ничего нет такого плохого, когда это осознанный выбор. В принципе, говоря о феминизме, это в первую очередь выбор. Если человек выбирает там то, что вот она хочет семью, то это нормально. Мгм. А вот мы одно время обсуждали, Сайнур, что ты когда говоришь феминизм, у многих сразу такое негативное включается, что, Мгм. блин, это там, ну, извините за подробности, Неправильные женщины небритые какие-то, подмышки, да. Да, там, да. мужеподобные женщины. И Одинокие, да, бессемейные и так далее, кошатницы да. какие-нибудь. Вот есть вот такой стереотип у девчонок, когда ты, например, говоришь, что ты сторонница феминизма, Да, есть. говорят так? У меня, к примеру, была одна подруга, когда я говорила с ней о феминизме, она так, ну, то есть неохотно со мной вела диалог, и когда я даже говорила банальные идеи о равенстве, она так говорила, ну, я на 50-50 поддерживаю. Но при этом спустя вот года два она вот прям, знаете, это прям начала яро поддерживать феминизм. Я, конечно, не стала припоминать прошлое, лучше забудем, Ну да. Мгм. Главное, что так или иначе она понимает, что суть феминизма это не про то, что там небритые подмышки, все эти стереотипы, да. Да. Это в первую очередь борьба за женщин, за их права. То есть за равные возможности, там, Да. оплата труда, там, еще какие-то вот вещи, которые, ну, в общем, требуют, в общем, такого Да. подхода. Слушай, ну я вот сейчас серьезная тема опять Как будто не немного. такой большой разрыв. Да, Я прям так, это выдыхаю. Просто увидела недавно Рилс один, есть такая комикесса у нас, по-моему, Жан Сая ее зовут. Она вот чисто на казахском. Недавно увидела Рилс у нее, она говорит, слушайте, вам не кажется, что мы на девушек, ну, как бы вешаем слишком много груза, как, который можно сравнять с ее приданным, типа. Барган жерінен қайтпа, там, артыңа қарама, там, Не перечь, там перед очень, да, такая, родственниками не да. позорь, там, и так далее. И ее же рилсы вот такие набирают огромное количество просмотров и лайков, и, значит, значительная часть инста или там социальных сетей аудитории ее поддержит. А это все-таки ваше поколение. Да. То есть такие разговоры для нас тоже норм. Да. То есть мы можем стебаться над каким-то своим таким, как сказать, традиционным образом. Ну, да? возможно, да, я тоже думаю. Кстати, Камила, а может быть, у тебя есть какие-то встречные вопросы к нам, к нашей ленте, не знаю, к нашим каким-то образом? Потому что мы все так на тебя так насели, я думаю. А вдруг ты на что-то хотела бы обратить наше внимание? Ну, О чем мы- вообще, как бы, Ну, в чаще принципе. стоит говорить, мне кажется? А вот беря ваше поколение, да, какой образ у вас больше всего пропагандируется в соцсетях? Вот, кстати, хороший вопрос. Я недавно обратила внимание, что мы, кажется, перестали фолловить за иностранными звездами. Мы больше вернулись к своей аудитории местной. Почему? Потому что хочется идентифицировать себя как-то, да, с тем, кто тут рядом, близко. Я заметила, что очень много подписчиков у таких звезд, как, например, Гаухар Керимова. Я ее знаю, она наша коллега. И для меня это был какой-то такой, ну, открытие. Это было открытие, потому что я думаю, она же вот здесь, она наша реальная земная, ну, как Ну, бы и она не делает каких-то, казашка. да. Она не живет там где-то там далеко и ведет нереальный для нас образ жизни. Они все вот достаточно здесь приземленные, да. Вот это вот интересно. И мне кажется, это вот какой-то такой способ сказать, что я такая же, как они такие же, как я. Мы все ходим в одном городе, условно говоря, фактически там пересекаемся в одних и тех же пространствах, да? Что Соглашусь. ты добавишь? Но у меня другой перекус. У меня просто профдеформация. У меня лента выстроена из каких-то ученых, историков и антропологов. Мне как бы уже сейчас
больше интересует какая-то научная, может быть, статистика Мгм. и какие-то наблюдения, которые говорят о том, почему общество рано или поздно там в какую-то одну и ту же точку возвращается, в чем причина этого. И у меня вот скорее вот этот вот такой более Мгм. перспективный взгляд. Вот такие Но при серьезные этом драмы. нет, но при этом мне нравится, когда это все вообще с долей вообще юмора, не Да. знаю, пофигизма какого-то, что Мгм. типа, ну, прорвемся. Мы Вот уже, скорее вот это вот у меня да, так может быть, выстроена не так лента. серьезно относимся к влиянию соцсетей, по крайней мере, я. Я отношусь к этому как к источнику просто информации уже, если честно. Ну, скажу честно, меня немножечко расстраивает, что, как это, как сказать, интерес к истории, он такой скорее нишевый. Очень. Мне кажется, что как будто бы это немножечко не мэчится с глобальным трендом, а он же Мгм. как раз, вот мы же такой откат от глобализма к региональному, к чему-то своему, Локальному, да. этническому, локальному. Я как-то думаю, когда это будет в моей ленте прослеживаться и в моих собеседниках. Потому что вот мы упомянули Тамирис, пока не забыла, Мгм. вот это, обращаюсь как к девчонкам, как к мужчинам, как к людям всех возрастов. Тамирис не была казашкой. Она жила тогда, когда этноса такого не существовало. Вот, это я так, свою боль, пользуясь Мгм. случаем, как бы это Да. озвучиваю. Немножечко как-то нельзя, как-то, я понимаю, это желание присвоить Чингисхана Да, себе, да. там, Атилу всех, Мгм. Тамирис туда до кучи. Ну, так как-то немножечко, как это, как-то Поостыньте. Мгм. поостыньте, да. Вот. Ну что ж, замечательно, поговорили. Мне нравится новая героиня соцсетей. Она Я надеюсь, такая что ты будешь вообще на присоединяться к одном нашим языке. разговорам еще, Мгм. и нам очень любопытны твои наблюдения. Подсказывай И темы. да, Не знаю, может быть, есть какие-то пожелания. Прямо welcome. Когда мы выходим в соцсети, мы на виду. А здесь цитата об обратном состоянии. Ну вот я просто подумала, что интересно было бы потом в будущем посмотреть, как это в соцсетях выражено. Вот есть книга Кэролайн Криада Перес «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире удобном только для мужчин». Мгм. И вот она писала, что парадокс нашего женского бытия заключается в том, что мы всегда на виду, когда к нам относятся как к подчиненному полу. Мы становимся невидимками, когда речь заходит о вещах действительно важных для нас. То есть, когда нам нужно, чтобы с нами считались. Мне кажется, что вот эта ситуация, она как раз меняется именно с Ну, появлением это опять соцсетей. же про то, что помнишь, мы в одном из выпусков рассуждали о том, что у женщин с древности и, в принципе, до нынешних времен очень всегда было ограничено право на выражение себя. Если у них были какие-то проблемы, они выражали их в сказках, В рассказывали песнях. в песнях и прочее, прочее. И, в общем-то, вот эта потребность что-либо продемонстрировать, она, наверное, сохранилась. И когда там кто-то показывает свой быт или всю эту рутину ежедневную, да, как это правильно сейчас называть, семейный менеджмент, О, да, надо запомнить. то это вот прям поэтому у женщин весь контент построен на этом. И поэтому они с Это тоже, готовностью приходят в соцсети, да, да? я думаю, что это тоже соцсети один из способов, наконец, транслировать то, что ты хочешь транслировать. Ну, допустим, да, там, возьми любую среднестатистическую женщину, типа меня, да, муж целый день на работе, мы можем встречаться либо в обед, либо вечером. Мгм. Вечером, когда ты хочешь поделиться тем, что у тебя вообще происходило там на работе, то сделали, а фильм то, а этот сказал так, а это сделала сяк, и в принципе как-то отразить свое чувствование, Мгм. у тебя остается перед сном вот такой промежуточек времени, когда тебя уже практически никто не слышит, и ты говоришь с подушкой. Поэтому, Я выхожу в сторис. да, либо ты смотришь чужие сторис и рефлексируешь вместе с ними, Мгм. переживаешь, там, я не знаю, сочувствуешь, пишешь в комментах что-то, да, либо ты сам делишься наболевшим. Иногда, мне кажется, Instagram сторисы — это некие зашифрованные даже послания, по которым можно там что-то прочесть, то, что откликнулось в тебе. Например, там увидел сторис с какими-то там, я не знаю, там цитатой, думаешь, о, что-то у них там происходит, вот так-то. А иногда, прикинь, такое совпадение, да? Думаешь, Да, я же только что вот не да, могла и ты сформулировать. делаешь перепост. Да, кстати, Понимаешь? да. Вот так это работает. Пока не забыли. Ставьте лайки, делайте перепосты, комментируйте. Это будет приветствовать всегда.